Нерен нергүй болун беге элдипатагар Дмитрий Юрьевич Бихаха, дитя Кальбекареха Махтал. Дорогой, уважаемый Дмитрий Юрьевич, мы вас приветствуем на Якутской земле в театре, носящем имя Платона Юнского. Вот вы участвовали в движении «Новая Евразия. Арктический вектор». Вот что вас, форум, что вас подвигло на участие, на поддержку вот этого движения? Ну, во-первых, все, что связано с Евразией, мне близко, потому что мне близки идеи Гумилева, который, ну, можно, пожалуй, назвать основателем современного евразийства. То есть все, что связано с историей, с культурой, с менталитетами, с языками народов, населяющих Евразию, мне интересно, потому что это, с одной стороны, об истории, с другой стороны, это о сегодняшнем дне. И мероприятие, которое здесь происходило, было мне особенно интересно, потому что, во-первых, я первый раз приехал в Якутию. И каковы впечатления? Я воспользовался этим шансом. И это дало мне возможность увидеть еще один регион России, самый большой регион России, в котором еще так много интересных особенностей, связанных с культурой, с традициями народа, точнее народов, которые этот регион населяют. Вот, Дмитрий Юрьевич, вы вчера сказали очень тоже важную вещь, которую, в общем-то, мне кажется, зрители все запомнили, что вы будете изучать якутский язык. Так? Я последние годы интересуюсь тюркскими языками. Началось с того, что я сделал программу, серию лекций о казахском языке для телевидения Казахстана. Затем я сделал учебный курс татарского языка на татарстанском телевидении и не мог не заинтересоваться другими языками, относящимися к этой же семье. В частности, месяц назад вот на подобном же мероприятии мы были на Алтае. Алтайский язык — это тоже достаточно любопытный пример тюркского языка. Якутский язык еще более любопытный, потому что он распространен на огромной территории и имеет историю взаимодействия, симбиоза с языками окружающих народов, что для меня всегда представляет особый интерес. Значит, татарский, казахский и будет якутский. А вот, Дмитрий, а вообще вот для передачи вашей «Полиглот» на канале «Культура» возможно ли открыть тоже такое направление национальных языков, народов России? Ну, собственно, татарский язык был первым, языком из серии, ну, то, что я условно называю языки России. Ага, то есть есть какой-то шанс, что якутский язык может тоже... Если будет такое предложение, я с удовольствием на него откликнусь, но я знаю, что у якутского языка, в отличие от очень многих других языков России, гораздо более прочное положение. Люди говорят на нем, молодые люди говорят на нем. Это залог стабильности и его развития в будущем. А что вообще происходит вот сейчас под влиянием новых гаджетов, новых технологий с языками? Да? Они все претерпевают какие-то давления, унификация какая-то. Вот как вы считаете, насколько это опасно? Потому что многие остерегаются вот именно этих процессов. Ну, есть некоторые эволюционные процессы, в том числе связанные с языком, к которым можно по-разному относиться, но которые являются реальностью и, пожалуй, их стоит считать объективно неизбежными. Это очень высокая скорость эволюции, развития современных языков, в первую очередь, во-первых, в сторону упрощения, благодаря тому, что на сегодняшний день люди, пишущие на любом языке мира, в первую очередь делают это в социальных сетях, в мессенджерах
это СМС-сообщения, это очень короткие фразы, то есть стремление к экономии времени, к экономии пространства. Оно давлеет над характером языка. И мы видим, скажем, вот на примере русского языка, что разговорная русская речь за последние 10, 15, 20 лет практически потеряла сложные глагольные формы, например, причастные, деепричастные обороты, сложно подчиненные предложения. Нечто подобное происходит со всеми языками, и, конечно, это накладывает особую ответственность на людей, которые профессионально занимаются языком. Филологи, преподаватели, литераторы. То есть, несмотря на это бурное развитие, стоит все-таки не жалеть усилий, чтобы держать определенную планку в стилистике, в характере, в чистоте языка. Хотя мы не можем, конечно, закрыть. Язык — это не закрытая система, это живой организм, Да. который постоянно взаимодействует с другими языками и меняется. Ну вот и последний вопрос. Вот вчера вы рассказали, выступая на открытии творческой декады Андрея Борисова, о том, что вы в Мексике услышали очень интересный факт, который как бы связывает, да, Якутию с майя. Вот, Да. пожалуйста, об этом. Это очень интересно. Да, во-первых, я общался с представителями некоторых народов, коренных народов Мексики, в том числе майя, ацтеками, запотеками. И, в частности, представители майя рассказали мне, что очень многие сюжеты мифологии, сюжеты эпических произведений, а также изображения похожи на те, которые встречаются среди народов Сибири, в частности, у якутов. Например, этот мифологический сюжет тройного строения мироздания, то есть нижний мир, мир людей, да, и высший, да, верхний мир. И это достаточно типичный сюжет, который можно увидеть и в каменных каких-то барельефах, и в изображениях. И это часть сюжета, который очень часто повторяется у местных народов. Кроме того, определенные общие черты обнаруживаются в строении языка. И данные генетики подтверждают, что целый ряд коренных народов Южной Америки, Центральной Америки исторически обитали вот в Восточной Сибири. В Восточной Сибири, более того, когда не было Берингового пролива, а был Берингов перешеек, эти народы несколько раз пересекали его, причем в разном направлении. То есть часть из них переселилась на американский континент, что-то им там не понравилось, они вернулись назад. То есть вот этот взаимообмен и культурными мотивами, элементами языка и генетическим материалом, конечно, происходил в течение нескольких тысячелетий. И я думаю, что это представляет собой довольно интересный предмет для дальнейших исследований, и, вероятно, нас ждут удивительные сюрпризы. А вот все-таки тогда еще один вопрос. Кыздавилия, вы вчера были на спектакле. Вот какое ваше впечатление от спектакля, от якутского языка, да, исполнения лонхо? Это удивительно эмоционально, хотя я, как и большинство моих коллег и товарищей, не понимали ни слова, Да. ну, практически, да. Но, тем не менее, вот эта эмоциональная насыщенность и великолепная постановка практически нивелировали вот это вербальное непонимание, потому что все, что говорилось, все, что происходило на сцене, было обращено прямо не к голове, а к сердцу, ко всем эмоциям. И опять-таки, возвращаясь к майя, я видел такие сценические постановки майя, очень многие мотивы напоминают. Да, интересно. Спасибо за очень такое интересное сообщение. Да. Спасибо большое еще раз, Дмитрий. Спасибо вам. Приезжать к нам еще в Якутск. Обязательно. Но уже зная якутский язык, возможно. Да.
Спасибо.